Всем привет! Сегодня 2 декабря, Иссык-Куль, село Чоктау. Мы здесь прожили 1 месяц и, как настоящие кочевники, двигаемся дальше, то есть в сторону юг Казахстана, город Туркестан. Машину загрузили. Кто сказал, что у этой маленькой машины маленький багажник? Вот, полностью все загрузили, еле закрыли, там чемоданы даже лежат. Еле закрывается. Сейчас пойдем на озере, попрощаемся, покормим и поедем. Сегодня хотим перейти границу Кардае, там переночевать и завтра уже доехать до Туркестана. Не знаю, как там очередь в границе, как время будет. Ну, в общем, такие планы. Плюсы и минусы зимнего Иссык-Куля я по пути попробую рассказать. Какие здесь плюсы, какие минусы. Стоит ли здесь зимовать или нет, типа такого, да. Хотел, по идее, снять видео, но вот тот раз ездил в Бишкек, там перехватил какой-то вирус, приболел, лежал 3 дня, болел. Вот вчера, сегодня более-менее нормально, а уже надо ехать. Я сюда заехал 3 ноября, сегодня 2, надо сегодня выехать, чтобы там типа без регистрации можно находиться, ну, 1 месяц, короче, да. Поэтому там на выезде ничего не сказали, надо сегодня выехать. Вот. Вот она, бабушка. Мы Сахалар называем вообще реку, озеро, бабушка. Эбе. А огонь у нас эхе, а вода эбе. Вот с благодарностью покормлю бабушку. Мы сюда еще приедем, думаю, и не раз. Очень хороший причал. Вообще инфраструктура классная здесь. Так, дети тут каждый день играют. Ну, до обеда обычно 2 часа. Потом после обеда уже кто спит, кто учится и так далее. Обычно в это время выходим. Там сын мяч гоняет, эти вот здесь играют. Обычно дети еще приезжают с Бишкека на выходные. Вот получается, перед отъездом тоже прогулка. Пока мама там убирается у нас. Финишный этап уборки. Вот такой пирс. Утки, вот очень много уток. Вот там сидят. Летом, наверное, классно туда плавать, прыгать. Вода чистая. Такого бирюзового цвета. Вот такой вот комплекс. Вот там строится, кстати, очень много домов. Наверное, работы много там будет. По ремонту, по дверям, там, туда-сюда, по окнам. По идее. И там тоже очень много строится, тоже новых санаториев больших. В общем, работы очень много здесь. Ну, зарплата маленькая, мне кажется. Так, друзья, вот подъехал Айбек, хозяин нашего дома. Добрый день. Да, сдаем, очень хорошие люди. Плюс в том, что он живет здесь рядом, то есть какая-то проблема, да, там вода, свет, нам у По звонку я здесь. Да, поэтому сразу мы к нему взяли дом. Очень хорошие дома у него, можете, кстати, обращаться, я контакт оставлю его. И летом, и зимой, да, Да, круглый год. Да, и он еще руководит тут другими домами тоже, поэтому у него вариантов всегда много, в общем. Подберем. Да, Пальм-Бич, коттеджный поселок, так что тут домов много. Иссык-Кульской области, село Чоктау. Да. Всем привет. Еще наполовину казах, да? Да, мама казашка. Мама казашка, Папа местный. папа кыргыз, да, так что он такой тут местный. А вообще бабушка из Саратова у меня еще, из России. Да. Так что номер оставлю, да, здесь может? Конечно, без проблем. Все. Кодовое слово Еркин. Да, скидка будет, да? Будет скидка. Ну вот так вот, да. Все, у нас вот провожает. Все, уезжаем с нашего коттеджного поселка Пальм-Бич. Вот так вот. Вот подъезжаем к Бишкеку, осталось 50 километров, уже 2 часа на дороге. Дорога хорошая. Сейчас сразу поедем в Кардай и будем уже занимать очередь. И там же пообедаем на границе видно. Все, Акжол, все хорошо, нормально едем. Может, если пораньше перейдем границу сегодня, в Кардае не будем останавливаться, чуть дальше проедем, чтобы завтра путь укоротить, да? Ну, посмотрим, в общем. Так что сейчас главное перейти границу
Приехали в Бишкек, тут очень много строительства дороги идет. Объездная дорога новая. Очень быстро строят. Месяц назад было очень большая площадь еще не покрыта асфальтом, а уже много сделали. Вот. Индусы или пакистанцы тоже работают много. Вот даже мост строят. Перекресток. Жестко. Так, заехали в KFC, цивилизация. В Кардае, как всегда, машин полно. Большая очередь. Мои пешком пошли туда. У меня еще штрафы от камеры, короче, на 4000 сом. В тот раз гаишники остановили, пробили, сказали, штраф есть, короче. И на выезде будут спрашивать. Я не знаю сейчас, как это будет. Как оплатить на месте или нет. Посмотрим, в общем. Я на всякий случай на карту, кыргызскую карту положил деньги, чтобы через приложение, может, оплатим, если спросит. В Казахстане, например, страховку делаешь, поэтому в базу заходишь, камера фиксирует, да? А здесь даже без страховки сразу камера фиксирует, оказывается. Вот такая система. Все, заехали в Казахстан. На казахской стороне отправили на рентген машину общую целую. Ну, там вещей много у нас, поэтому немножко задержался. Так что все нормально. Симку поставил казахскую. Сейчас будем здесь искать, где переночевать. И переночуем здесь в Кардае. Так, зашли вот такое полуночное заведение классное, рядом с гостиницей. Ужинаем. Вот такие вот большие порции. Казахский размер, да, чайник тоже огромный. Вот заказали пиццу, шашлык, там, суши. Все, приятного аппетита. Еще это шашлык? Да. Все, вот такое вот хорошее такое местечко рядом с гостиницей. VIP комната, по идее сказали доплата есть, но так как мы с детьми, короче, сказали, все, давайте бесплатно. Так что поужинаем, поспим и завтра с утра поедем дальше. Вот такой красивый парк рядом. Вот там мы посидели, вот в этом заведении. Мои вот там играют. Да, Кардай считается селом, но мне кажется, ему давно пора присваивать статус города, потому что реально движуха тут как городская, инфраструктура тоже как будто городская. Вот такой вот Санта-Барбара, да? Вот. Четко, четко. Очень вкусно поужинали, обслуживание очень хорошее. Правда, 20% за обслуживание берут. Но, мне кажется, они отработали. Очень быстро подали, красиво все сделали. Хотя кто-то мне сказал, что процент за обслуживание в Казахстане отменили, но, походу, пока еще нет или не до всех дошло, да? Вот детский сад стоит тоже. Очень большой, как будто городской детский сад. Доброе утро. Выезжаем из Кардая, слушаем Саха-радио. 650 километров до Туркестана сегодня надо ехать. Очень большое село Кардай. Реально как город. На выезде из Кардая отправляемся. Вот там такая красивая стела, мерим Кардаем. Мне в тот раз Эрик из Астаны на день рождения закинул в подарок. Вот на эти средства сейчас отправляемся. Эрик, Баурум, Кенрахмет. Вот полный заправили. Так, остановились на перекус. Вот такой вот этноул. Юрта. Ну, сейчас особо не работает уличная, походу. Зима, поэтому так вот кафешка работает сейчас. Так, друзья, подъезжаем к Шымкенту. 100 километров осталось. Так, мы прожили на Сукуле почти месяц. Очень хорошее место, хорошая природа, чистый воздух, да, для лечебных целей очень хорошо. Каждая минута пребывания на улице это уже как бы натуральная ингаляция, да. Но есть свои нюансы тоже по инфраструктуре, да. Вот хотели сына, например, футбол отдать, там нету футбольной секции.
Я сам тоже хотел позаниматься в спортзале. От дома я ездил 25 километров, чтобы ходить в зал. Но тоже неудобно в этом плане. Так, что еще там? Ну, продукты, в принципе, фрукты, овощи, как и по всей Центральной Азии, недорогие. Но мясо там дорогое, 750 сом, почти как у нас сейчас в Якутии, да. И бензин тоже там дорогой, как у нас тоже в Якутии. Вот. А так, конечно, тепло там, вот за месяц ни дождя, ни снега не было. Очень климат такой комфортный, уютный. И говорят, там зимой тоже очень тепло, теплее, чем даже вот в Шымкенте, Туркестане, там зимнее время. Ни ветров, ничего нету, короче. Живешь под горой, рядом гора в шаговой доступности, озеро в шаговой доступности. Поэтому просто лежать и отдыхать, чилить, да, можно там пожить. А если там хочешь чем-то заняться, там поработать, например, сложно, да, вот опять же детям куда-то ходить тоже сложновато. Поэтому решили поехать в Туркестан. Туркестан, я давно интересуюсь Туркестаном, как услышал, что это столица тюркского мира. Это было давно, уже 5-6 лет назад, наверное. И вот начал его изучать, смотреть. И вот решили там попробовать пожить. Не знаю, там может будем месяц, может будем 2 месяца, может 3 месяца. То есть у нас нет такого ограничения. Поэтому сейчас приедем, посмотрим. Там я примерно цены смотрел, там, например, на тренажерку ходить, разовое посещение по нашим деньгам, там 200 рублей, например, да. А я вот в Чолпан-Ате ходил за 650, например, разовое. Ну, вот такие вот примерно ценовые диапазоны. И вот сына маленького тоже хотим там бассейн водить и так далее тоже. Ну, детей развивать вообще надо тоже. А то там лежали просто в дома. И никакого такого развития, просто дышали, отдыхали. И решили в Шымкент заехать, переночевать, и завтра поедем. Ну, время, в принципе, рано, 2 часа только, но решили посмотреть город республиканского значения тоже. А так-то раз проехали по объездной, а Шымкент решили заехать, переночевать там, если успеем, погуляем там по городу где-нибудь. Так что вот так, дорога хорошая, автобан, 110 ограничения, так что по кайфу едем. Город Шымкент, третий город Казахстана республиканского значения. Астана, Алматы и Шымкент. Вот 3 города-миллионники. Очень красивый, симпатичный город. Здесь переночуем, завтра дальше поедем. Едем заселяться. Вот такие вот здания. Алматинский вайб натуральный здесь есть. И дорожное движение очень комфортное, чем в Алматы. Так, мы остановились здесь, получается, в этом ЖК. И идем вот туда. Перейдем сейчас где-то. Вот там, по-моему, подземка есть. Да, уже вечер. Начинается движуха в городе. Пробки. Реально очень большой город. А вот там тоже есть подземка. Так, жили вот в такой квартире. Доброе утро. Такая нормальная квартира. Все убрали. Оставляем после себя. Ну, точно так же, как и было. Хочу показать. Вот ЖК. 4 дома. И вот центр Шымкента, да? Вот старый жилищный фонд, оказывается. А новые ЖКшки, наверное, за городом. Ну, как обычно это бывает. Вот. Все, выезжаем в Туркестан. Из Шымкента до Туркестана тоже такая дорога, автобан, тоже 4-полосная. Вчера тоже вот приехали из Картая тоже по автобану. Вообще в Казахстане, как раньше говорил, дороги вообще классные. Здесь 110 ограничения, а в некоторых автобанах, ну, 140. Алматы, Астана, например, да. Так, подъезжаем к Туркестану, 30 километров осталось, а у нас идет дождь. И это, я считаю, что город ощущается к нашему приезду, как обычно так и бывает, когда мы едем в какой-то город, день приезда, дождь идет, боянка.
Все, приехали в Туркестан. Туркестан встречает дождем и туманом. У нас в Якутске сегодня, наверное, тоже туман из-за холода, а здесь из-за влаги, да, из-за дождя. Так что как будто нормально, как будто в Якутске, да, тема. Всем привет из Туркестана. Поселились вот в этом доме, сняли квартиру на месяц. Ну, сказали минимум на 2 месяца сдают, поэтому мы сказали, ладно, будем 2 месяца здесь поживем. Жаңакала, все вот получается, на первом этаже тут очень много разных магазинов, общепитов, пивной паб, бильярдная, игровые, там, компьютерный клуб, все, что надо, короче, для отдыха, все тут рядом есть под домом. Это получается 11 улица, считается новая, 9, 10, 11 и строится еще 12 улица дальше. Вот, вчера приехали к обеду, нас встретил Нурлан Ага, он здесь работает, сам с Шымкента, в очень хорошем ресторане Евразия нас накормил бифбармаком, как следует. Еще раз большое спасибо Нурлан Ага, и сказал, что какие вопросы будут, какие проблемы будут, сразу обращайтесь и так далее. То есть, как бы, очень хорошо, что есть такие люди, да, то есть уже как-то более уверенно себя чувствуешь. И семья здесь, жена, дети, поэтому, ну, не чувствую, как будто где-то нахожусь далеко от дома и так далее. Еще машина есть, да, у нас, поэтому это было очень хорошее решение приехать на машине, потому что вчера мы искали квартиру, ездили туда-сюда, а если не было бы машины, тоже было бы очень сложно. Вот. Сейчас вот поедем на рынок, закупаться там посудой, там ананау, поэтому будем потихо обустраиваться. Сама инфраструктура города, этого нового города Жаңакала, да, должно мне понравиться, потому что машин мало, дороги широкие, ровные улицы, очень много удобств рядом для детей. Туркестан-арена, да, стадион для футбола, для сына. Рядом сразу же есть ледовая арена для дочки, да, она хочет заняться тоже вот фигурным. Для меня тоже тут спортивные залы, много шаговой доступности. Вот там, получается, вот мечеть новая строится, Узбекистан строит, вот тоже большой спортивный комплекс. Так что можно тут себя развлекать. И работа тоже, говорят, есть. Вот парень, Ислам, который мне квартиру сдал, говорит, тоже вот вопросы будут, там, по работе, туда-сюда, я помогу, говорит. Здесь очень специалистов хороших нету, говорит, по дверям. Так что, если ты реально захочешь тут работать, то работа будет, говорит. Реально, вот я вижу квартиры вчера, вот тоже ездили по квартирам, смотрели, искали. Да, вот сразу обращаю внимание на двери, да, реально не очень качественно везде установленные были. Вчера переночевали в квартире посуточно, потому что вот нашу квартиру, которую мы снимаем, подготовили до сегодня. Вот парень такой, молодец, все организовал, убрался, там кое-что надо купил, поставил, сейчас еще там смеситель должен поставить новый. Ну вот так вот, вот такой вот район у нас. Так что здесь пока поживем. Все, спасибо всем за внимание. Мы очень нормально, хорошо доехали до Туркестана. И этот влог посвящен как раз вот по пути в Туркестан, дорога в Туркестан.